Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов, как обычно, со мной. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел генеральный директор ЕКТ.ру и создатель игры Болт Владислав Петров. Владислав, приветствую. Познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что решил принять участие в нашем телепроекте. И мы называем наш проект «Кулинарный концерт», «Кулинарное ток-шоу». Чем ты к нам сегодня пожаловал, чем будешь нас сегодня почивать? Итак, сегодня мы готовим стейки из форели, которые мы завернем в фольгу и отправим в духовку. Звучит великолепно просто. Да. На гарнир у нас будет пюре из картофеля и брокколи. И также к этому всему мы добавим соус грибной сливочный. Сливочный соус. Ну просто звучит просто аппетитно, как на выходе получится. Мы, скорее всего, будем же тебе помогать. Да. Ну, все, Владислав, давай начинать и сразу давай распределим обязанности, кто что. Да, Петь, помоги мне, пожалуйста, с картофелем. Картошка, давай. да. Ну, как бы мы же пюре делаем. Да, соответственно, поэтому... надо мелко порезать и бросить в кипящую воду. Да. Итак, сразу, Владислав, первый вопрос. Все мы знаем, да и все знают, что такое ЕКТ, а что ЕКТ сейчас? И как оказался он, скажем так, у тебя? Вот. Историю расскажешь. Потому что я ЕКТ знаю, 25 лет, по-моему. Ну да. Да. В прошлом году нам исполнилось 25 лет, в этом году в апреле нам будет 26 уже. Вот. На самом деле я не сильно старше, чем эта компания, да? Вообще, да? В смысле, сам по возрасту? Да, мне сейчас 32 года. Ну надо же, то есть ты еще в школу не ходила, он уже был? Да. Прикольно, так. Вот, получается, где-то 1,5 года назад я и еще 4 ветерана компании, которые намного старше меня и дольше работали в ней. На тот момент? Да, на тот момент решили, а почему бы не выкупить компанию, поскольку основная часть, скажем так, компания уже была международная, да, занимались такси там и так далее. Вот, и на местный рынок просто фокуса не хватало. Соответственно, а мы как... ребята, которые большую часть времени именно проводили в Якутске, решили, раз мы здесь на земле, и, в принципе, мы знаем, что с этими проектами делать. Я сам долгое время занимался этими проектами, и приняли решение такое. Предложили руководству, давайте продайте нам компанию, мы-то о ней уж точно хорошо позаботимся. Сколько продолжались переговоры? Как бывший коммерс, очень интересный мне этот вопрос. Очень быстро, на самом деле. Очень быстро. Буквально 2 дня. Продайте, хорошо. Чуть ли не так. Типа так, да. Вам, окей. Потому что... Да. Учитывая, скажем так, тот же самый опыт, правильно? Да. Доверие к нам было высокое, как бы. Договорились, сама сделка проходила несколько месяцев, потому что она была непростая, авторские права, товарные знаки и прочее, да. На самом деле это не очень простая, не как купить автомобиль, скажем. И все, после этого мы начали, юридические какие-то моменты и так далее. Сообщили команде, что теперь мы отделились от того, что было, да? Да, отлично. Отделились от группы компаний, теперь мы сами по себе независимые. Но при этом мы будем примерно делать то же самое, что и делали. То есть не так, что пришло новое руководство, грубо говоря, да? Да, новая метла идет по-новому, часто говорят. Да. Мы сильно ничего не меняли в процессах, скажем, да? Даже стало лучше, чем было. Я как раз спрашиваю, что ЕКТ представляет собой сейчас? Да, сейчас у нас 6 сервисов, могу их перечислить, да? Начну с самого крупного. Давай. Доска ект, да? Который имеет свои мобильные приложения. Да, я, кстати, хотел показать тебе, Семену и нашим телезрителям интересную цифру. Так. У меня есть такое приложение в телефоне, Яндекс Метрика называется. И я каждый день открываю и смотрю, сколько людей заходило нам, на ваши сервисы. Да. И в воскресенье, получается, да, у нас был такой небольшой пик, 30 тысяч уникальных пользователей, очень много. Это получается... 30 тысяч человек, да, открывал. Живых людей, которые заходили хотя бы раз
заходить на ваши сервисы. Да, Это на ЕКТ или Браво. Нет, только доска. только доска? Только в доска. доску, да. И только приложение. Помимо этого еще сайт есть, там где-то 10 тысяч, наверное. Еще, ну вот 40 тысяч. Да, 40 тысяч человек. Вполне может быть, что и туда заходили для удобства. А мы смотрели, и мы проверяли, там есть пересечение, но он не такой большой. На самом не деле. такое, не такое большое. Так. Да, вот второй наш сервис – это работа ЕКТ, конечно же, на котором там у нас, наверное, практически каждая компания нашего города размещает вакансии. Там, Работает, да, работает. ну, люди, соответственно, ищут там работу. Тоже такой достаточно уже старый сервис, да? Да, скажем да, так, узнаваемый. он давно. Еда ЕКТ, наша замечательная, в котором у нас практически все рестораны, доставки города Якутска. Где мы снимаем, кстати, тоже есть. Да, да, это Лейзики, да. наш- Многие рестораны присоединяются, потому что, ну, чуть ли не лучшая платформа, которая предлагает, скажем так, выбрать. Да, да. При прочих равных. Ну, Самый широкий потому что в выбор. любом случае же конечный потребитель голосует чем? Кошельком. Да, так. Вот. Потом у нас также есть сервис Афиша ЕКТ. Ну, это сайт наш, на котором можно купить билеты в кино и на концерты, разные мероприятия, спортивные в том числе. Мгм. Вот. Потом у нас есть сервис Строй ЕКТ, это сайт по новостройкам города Якутска, там практически все тоже собраны. Можно там на карте удобно посмотреть. Так. Это дома, квартиры, дачи. Нет, это именно вот, ну, ЖК в основном, многоквартирные дома. Дома. Да, Так. вот они там на Ну, карте квартиры, расположены. получается. Да. Так, так. Там можно прям зайти, выбрать этаж, посмотреть планировку квартиры и так далее. Ну Достаточно то есть туда размещать объявление застройщики. Да, именно застройщик. Застройщик, так. Ага. Окей, и наш новый сервис, который мы приобрели, вот, после того, как мы купили ЕКТ, там, через полгода мы купили сервис, получается, для ЕКТ. Ну вы крутые вообще. Да, мы купили сервис, который называется «Домики ЕКТ». Вот. Его создали две девушки, да, и сервис нацелен на туризм внутренний и внешний. То есть Так. там можно найти загородные дома. Ну вот, судя по названию, домики. да, всё собственно, сразу. собственно, можно найти домики. Да, все сразу понятно. В принципе, там даже в каких-то отдаленных улусах есть объекты. То Да, есть да, там да, есть да. карта. Ну, я, например, ездил в Аймиконский улус специально да, с туристическими ребятами, и там тоже есть гостевые дома и все прочее. То есть, соответственно, куда-то я собираюсь условно в Хандугу, Алекминск, и где там и все есть, это все отражается. То есть те, которые сдают дома, они, как правило, у вас есть. По-моему, уже так. Да. Да, ага. И также там туры есть различные. Можно, Туры? Да, можно там найти, связаться с туроператором и куда-нибудь поехать, получается. Так. Вот, и у нас сейчас 6 сервисов, мы называем это экосистемой. Так. На главной нашей странице, соответственно, может зайти, и там представлены выборки из всего самого лучшего из этих сервисов. Грубо говоря, ну, подборки однокомнатных квартир, скажем, автомобилей до 500 тысяч, там, ну, и так Ну, далее. объявления те, которые появляются наибольшей Да, популярностью. да. Или сезонное что-то, допустим. Ага. Также у нас появились экспертные статьи, поскольку за 25 лет работы компании у нас собралось огромное количество данных и статистики. Соответственно, мы можем как бы ее красиво упаковать и показать. Ну, скажем, то есть, как бы в роли создателей статей кто выступает? Какие-то эксперты приглашенные, либо... у нас в штате работают дата-аналитики, которые нашу базу данных шерстят, То есть те, смотрят. которые языком цифр оперируют, правильно? Да, Ага, да. ага. Ну, а копирайтер помогает это красиво упаковать. Ну, понятно, да, на доступном для человеческого уху языку. Да. Правильно? Скажем так, ну, например, как менялись цены на однокомнатные квартиры в течение там, 10 лет. Ага. Вот, и там мы, соответственно, графиками все красиво показываем это. Вот, можно наблюдать. Такие экспертные статьи мы будем периодически сейчас выпускать. Или там, скажем, что едят жители города Якутска, что чаще Ага, всего то есть- заказывают. Да-да-да. Ну и что? Например, ну, я так думаю, суши-пицца. Нет. Нет? Нет. А На что? самом деле, если взять сухие цифры, чаще всего заказывают позицию картофель фри. Потому что он идет допом к практически всем заказам. Черт побери, И- самое вредное. Да. И он повторяется на наибольшее количество раз просто. Ага, Поэтому он самый ну, популярный. да-да-да. Не, но никто нацелен на картошку фри не заказывает. Но, Ну тем да, не он менее, просто она как есть допом везде, идет, есть. поэтому чаще. Ага. Вот. Поэтому, ну, как бы, это тоже важное блюдо, которое везде должно быть, ну, хорошо приготовлено, на самом деле. Сразу отвлекусь. Ты следишь за питанием? Я смотрю, ты в форме. Ну, Или Так. просто молодой поэтому? наверное, второе. Наверное, второе, да. Нет, но у нас все-таки кулинарный концепт, поэтому отвлекаясь, прошу.
у всех на зубах сейчас ПП, все заботятся о том, чтобы, ну, мы сейчас тоже готовим относительно ППшные блюда, Да, которые сбалансированные, можно даже КБЖУ там почитать и все прочее, очень просто. А вообще специально следишь или нет? Специально нет, я просто стараюсь придерживаться ну, такого правила, чтобы сильно жирное там не есть и так далее. Вот. И стараюсь завтракать, потому что, ну, как говорят вот, эксперты по питанию, главное это, ну, вот этот баланс, да, это то есть диеты и так далее это не работают. Ты должен, наоборот, правильно питаться. Чтобы, гармонично, да, да. Ну, чтобы всего было. Правильно. Да, чтобы, ну, профицит, дефицит и все в таком духе. Но специально нет, не соблюдаю. Да, но, скорее всего, и ваши эксперты пишут статьи на эту тему тоже, в том числе в ваших сервисах, правильно? Пока нет, но идея интересная. Да, не, ну потому что то, что и картошка фри все многие заказывают, и она в топе стоит, ну это, по большому счету, неправильно. Да, потому что она входит реально в самые вредные продукты наравне еще с чем-то, с чипсами, по-моему. Да. Поэтому как бы их нужно сокращать. Соответственно, ваши эксперты могли бы написать: ребята, ну давайте кушать вот свое якутское, ну условно, скажем тогда. Ну это идея, скажем Окей, тогда. хорошо. Слушай, и как реагируют пользователи сейчас? Ну, у нас... То, что было сейчас, ну, Да, я опять же понимаю. языком цифр, да, динамики. Ну, вообще, конечно, есть чувство ностальгии, типа там, кто-то говорит, хотим как раньше, там, что-то такое, да? Мирк, верните мир. Да. Там, Джокер какой-нибудь. Джокер верните, да. Вот, ну, на самом деле, по Безотчетно цифрам мы видим, и, ну, как бы пользователи сами видят по количеству объявлений там и так далее, что у нас за эти там последние 2 года все сильно выросло. То есть количество пользователей, объявлений, всего, как бы, количество заказов там в еде и так далее, то есть все растет. И, ну, это положительная динамика, это хорошо, как бы, пользователи довольны. А с чем это связано? Не связано ли это с тем, это я тебя подначиваю, просто с техническим проникновением, увеличением? Потому что, ну, как сейчас смартфон с интернетом даже у ребенка и у бабушки есть. Безусловно, мы видим, что доля людей, которые посещают именно сайт с компьютера, она уменьшается. Но при этом растет доля... Потому что все слушают и здесь, вот наши. Доля пользователей... Наши будни вот такие. Да. Как просыпаешься, первым делом телефон доберешь. Да. Вот. Доля пользователей с мобильных устройств, она растет. Да? Но при этом я еще хочу сказать то, что последние 2 года мы вот четко сфокусированы на этих сервисах, да, и мы что-то в них постоянно улучшаем. Понятно, что это не так резко происходит, постепенно, потому что нельзя менять приложение резко, допустим, отторжение конечно. будет. Постепенно какие-то мелкие фичи, улучшения, и мы видим, вот после того, как мы что-то сделали, у нас там конверсия в этот, как скажем, по-простому, как сказать для зрителей, конверсия. Конверсия – это возможность выбора того или иного. Ну, нет, конверсия – это то, что… Из всех, кто зашел, кто перешел туда. Да. Ну, типа такого. Процентное соотношение. Процентное соотношение. Оно тоже растет. Вот, соответственно, у нас какие-то эти показатели улучшаются. А до этого, просто пойми, мы были в составе большой компании. И фокус был туда все-таки больше. А здесь, как бы, поскольку ресурсы какие-то были небольшие, да, а сейчас мы именно здесь сфокусированы. Вот именно этим. Потому что у меня же проектов много было, в том числе вот какие-то там международные и так далее. А сюда я не мог достаточно времени уделять. А сейчас я полностью здесь, сконцентрирован, и я думаю, это тоже является результатом. Все ясно. Еда ЕКТРУ, скорее всего, тоже растет. Да, растет. У нас в этом году вырос средний чек, выросло количество товаров в корзине и также объем рынка. Думаю, можно сказать, что у нас за 2024 год сумма всех заказов превысила 1 миллиард рублей. Сухие цифры. Да. Сухие цифры говорят о том, что якутяне кушают на 1 миллиард рублей через сервисы. Именно через нас. Конечно, там, если взять весь объем рынка, он там еще больше, да? Конечно, да. Но как бы через нас такая цифра, и она рекордная у нас. Как бы, это отличный показатель, я думаю. Вот. Там все у нас растет. Крутота. По еде, извини, перебью. Кстати, интересная история одна была у меня. Я в свое время напрямую работал постоянно с ресторанами, сам подключал эти доставки к нашему сервису. И мы проводили, помню, разные эксперименты. И однажды мы хотели проверить доставку рядом именно с рестораном, который экспресс-доставка в зимнее время.
Я вот с этой термосумкой, туда положили несколько пиц, и я ходил вот на разные расстояния, на разные адреса. Сам доставлял зимой. И мы потом доставали пиццу, проверяли, остывает она или нет за это время. Ну да, ну здесь какое время она имеет это, да. Так, и? Вот, ну, эксперимент был такой прикольный, и пару доставок потом в итоге этим пользовались. Ну вот что, ближайшие доставки экспресс делали. Они делали вот зону, типа в этой зоне мы доставим там за 40 минут, допустим. И сейчас, ну, это уже как бы норма. Да. А доставка у вас получается собственная? Нет, мы... Или это аутсорсинг? Ну, то есть те какие-то другие? Ну, мы передаем заказ ресторану, далее он доставляет удобным ему способом. Потому что у многих в Якутске ресторанов доставок есть собственные курьеры. Да. В этом есть свои плюсы. Ну, ездят машины, ну, допустим, условно написано, ну, Lazy King. Да. Да. В этом есть свои плюсы, потому что курьер, он не только будет доставлять еду, да, он будет там, ну, сотрудников развозить, закуп производить. И так далее. Да. Ну, многопрофильный работник. Да. Вот, поэтому, ну, если у ресторана своих нет, он использует какие-то сторонние там сервисы, еще что-то. В Якутске, в принципе, это есть. Итак, друзья, мы взяли небольшую паузу. Картошка у нас уже почти готова. Что мы сейчас делаем? Какой у нас следующий получается, да, мы немножко посоветовались, да. У нас, получается, Владислав любит не просто картофельное пюре, а именно овощное пюре. Ну, да. надо, я думаю, в еде надо экспериментировать. И, ну, я пару раз попробовал, по-моему, прикольно. Да. Так, и что тогда? Вот сейчас у нас как раз примерно 5 минут до готовности осталось. И Да. он добавляет сейчас брокколи свежемороженое. Это туда, да? Да, Да. брокколи Давай. готовится очень быстро. Да, поэтому, когда картофель у нас почти готов, мы просто туда сверху брокколи докидываем. Ага, да. Имеет смысл увеличить огонь сейчас, потому что Да, ну и холоднее. потом далее, в принципе, делаем то же самое, как когда вы просто обычное картофельное пюре готовите. Ага. Допустим, там молоко. И потом мы это Да. дрыгс сделаем, да? Совершенно верно. Да. И вот Так. сейчас я вот, получается, Да, ты подготовил уже рыбу. справился, я смотрю, с рыбой, красавчик. Да. Я, получается, подготовил рыбу, мы ее разделили от костей, добавили соль, перец, сливочное масло. И мы сейчас ее должны буквально на 7-8 минут положить в печь. Быстренько, да. 7-8? Да, А под низ что-то ты еще тоже градусов. положил, по-моему, да? А? Под низ тоже что-то положил. Под низ это сливочное масло. А, сливочное Да, масло. и Вот закрыли это, смотри, фольгой, белый. буквально в разогретую печку 180 градусов, Да. минут 8. Ты тогда нас Да, временно я покидаешь, сейчас буквально а отойду. мы стоим, Вы общаемся пока можете заниматься Да, ждем. овощами. Да, мы ждем, когда все это докипит. Итак, Влад, очередной вопрос. Не удивляйся. Так, ЕКТ.ру, сколько сейчас народа работает? Вчера только вот смотрел, 53 человека. 53 человека. Чем они занимаются? Ну, то есть каждый своими делами, там, программисты наверняка, да, или прочее? Да, ну, конечно, в основе штат, да. любой IT-компании стоят разработчики. Да. Вот, к моему счастью... Разрабы. Разрабы, да. К моему счастью, у нас там такой микс получился. Вообще, ну, во всей команде. У нас ветераны есть, которые работают там с начала 2000-х годов даже, да. Которые работали, да. Да. И есть очень молодые ребята, которые вот буквально после универа к нам тепленькие пришли. Вот, соответственно, этот микс позволяет, ну, команде круто работать. То есть молодое поколение такое, которое заряжено и так далее. И уже такие ветераны, да, которые вот им прививают, скажем, наши ценности, наш принцип к работе и так далее. Вот. У нас есть программисты, есть также маркетологи, пиарщики, естественно, куда без них. Отдел продаж есть, который, ну, рекламу продают, там, наши услуги какие-то. Также есть там копирайтеры, бухгалтеры, юристы. Ну, все как в обычной компании на самом деле. Ну, скажем так, IT-компании, скажем так, они всегда на передовой, они на виду, и по большому счету отличаются от, скажем так, традиционных компаний. Чуть-чуть, ну, мне кажется, да, потому что часто очень говорят про ценности, про видение компании, да, ну, такие современные слова, которые, может быть, раньше и сильно и не звучали, да. Какие ценности в вашей компании, они разделяли ценности компании, того руководства, которое было раньше? Ну, в целом, просто там формулировки, может, немного поменялись. Я скажу честно, не люблю их там сильно постоянно повторять, да, но в основном это надо вот развиваться и нести пользу.
на самом деле. Если очень по-простому говорить, чтобы не стоять на месте, надо постоянно что-то там новое придумывать, предлагать, изобретать. И вся наша работа, она должна нести какую-то пользу для нашего, ну, пользователя, да, потребителя, получается. И для наших партнеров, конечно же. Вот. Поэтому у нас, скажем так, не основная наша деятельность, да, помимо работы, она вот нацелена тоже на пользу. Допустим, сейчас мы достаточно плотно работаем с образовательными учреждениями. Мы читаем профориентационные лекции в школах, вот, чтобы... То есть некая социальная составляющая. Да-да, тоже есть, ну, да. ну, это не просто там, знаешь, благотворительность какая-то. Я считаю, что надо вот этим... Типа в бюджете прописал определенную сумму на благотворительность и ничего не знаю. Да, просто как бы фонд отправил, и все. Ну, вот у нас подход несколько другой. Мы хотим Так. вот именно вкладывать в будущее поколение. И это, я считаю, правильно, потому что мы ну, показываем ребятам, что если они пойдут в нашу сферу, то ну, там есть определенные плюшки все-таки, преимущества. Да? Конечно, да. Ну, будем называть это так, каждая лягушка хвалит свое болото. Да, Да. да, не, ну это и правильно, да. Потому что, по большому счету, вы закладываете фундамент, чтобы вчерашние школьники, кто-нибудь к вам пришел. Да, безусловно так. Вот, рассказываем, допустим, ну, о двух направлениях, скажем так, основных. Это вот там e-com, индустрия, да, ну, электронная коммерция, скажем. Да. И геймдев, допустим, да. Ну вот, что нужно делать, чтобы сюда попасть, что нужно сделать, чтобы сюда попасть. Какие преимущества у этого есть и так далее. Что там удаленная работа, возможно, там можно путешествовать и так далее. У меня вот часть сотрудников, они находятся вне Якутска, допустим, кто-то в Питере, в Казани, допустим. Конечно, работает. если он разраб пишет, все равно онлайн работает, какая разница, Да, где да. он лежит. как Или, говорится, да? допустим, Да, работу выполняет, да и все. кто-то из сотрудников говорит, что зимой тут слишком холодно, и ему надо на 2 месяца улететь за границу. Я такой, ну ладно, ради бога, лети. Пожалуйста. Главное, делать свою работу правильно. Всё. Да. Как бы- И в срок. И в срок, да. Да. Какие требования к новым сотрудникам вы предъявляете? Ну, то есть, опять же, вот про вопрос про ценности. Разделяет ли ценности вашей компании и все прочее? Каким образом вообще происходит отбор? Смотри, вообще главное 2 вещи. Ну, первое там вот hard-скиллы, второе soft-скиллы. Если по-простому, да, hard-скиллы — это твои профессиональные навыки. Да. То есть умеешь ли ты рисовать, либо писать код, либо там в бухучете там разбираешься, скажем, да, либо у тебя навыки продажи. А софт-скиллы — это твои социальные навыки. Вот. Ну, то есть умение работать в команде и все прочее. Да, общаешься там, ты нормально, умеешь общий язык находить быстро, помогаешь ли ты людям, когда они нуждаются в помощи, да, допустим. Вот у нас там, ну там, элементарно продукты привезли, там надо помочь, допустим, да, у нас там все толпой бегут, сразу помогают друг другу, и все в таком духе. Вот, поэтому все собеседования проходят, грубо говоря, в 2 этапа. Это сначала мы проверяем профессиональные навыки человека, да, а затем, ну, как бы уже социально, что ты за человек вообще, чем ты занимаешься, увлекаешься, что ты хочешь делать в этой жизни, чего ты хочешь Вот, добиться. как говорится, кто ты воин, да? Да. Типа такого. Кто ты воин. Ясно. Слушай, проговорили про геймдев. Да, это одно из тоже, получается, направлений, да, или как? Ну вот и то, что ты сам еще создатель игры, давай про это тоже Да, поговорим. вот здесь я хочу, чтобы наша компания, вот ЕКТ, она немножко в сторону геймдева тоже посмотрела. Для этого у нас уже есть кое-какие там идеи. Да? Так. Вот. А все почему? Потому что я помимо вот своей основной деятельности создал вместе со своим другом Женей игру Булт. Да. Да, в принципе, в Якутске ее достаточно многие, я думаю, знают, слышали. Это симулятор охоты, который вот мы... А охота у якутов у нас, она в крови. Обязательно, А что делать? обязательно, да. Зимними вечерами сидеть иногда Вот, можно, да? идея именно была такая, что Да. люди вне сезона охоты, они будут играть, и у нас там все как максимально приближено к реальности. На Ага. самом деле не так просто. Так. Вот. Ну, классный проект, который в этом году мы хотим выпустить на международный рынок. И я надеюсь, что вот моя компания примет в этом тоже участие, способствует этому. Так. И в будущем, возможно, сделаем подразделение особое, которое будет, ну, ЕКТ Games, скажем. Даже так, да? Даже так. Ну, то есть одно из направлений возможного развития компании. Да. Сейчас делаем первые шаги в эту сторону, изучаем вот эту схему, как сейчас выйти вот на эти международные платформы там, ну, и так далее. Ну, то есть, конечно, да, изучить нужно рынок, Да, маркетинг, да, что вообще интересно, скажем, пользователю. Вдруг это вообще сейчас, скажем, в нынешних реалиях, может, и не нужно, да, скажем так. Ну, наоборот, нужно, вот, потому что местные игроделы, им достаточно сложно выходить на этот рынок. Вот так. Может, мы сможем дать им какое-то решение. Какой-то импульс и Да, решение. да. Все ясненько. Окей, так, у нас тут...
И чуть-чуть еще надо. Чуть-чуть и все. Чуть-чуть, ага. Я тоже так думаю, что я тут глазами стою, Хорошо. смотрю. А забегим чуть-чуть вперед. Кем видишь компанию, чем видишь компанию, ну, какой через лет 5-10? Какие-то есть уже долгосрочные цели? Да, ну, конечно, хочется всего самого лучшего, да. И Да. тоже у нас достаточно большие амбиции. Я хочу, чтобы компания развивалась в абсолютно разных направлениях, чтобы ну, чтобы у нас было вот и образование, возможно, там в киноиндустрию, да, там вкладывать, потому что, ну, такой опыт уже как бы был, да. А, Это да. вот Сахавуд, один из проектов, который, в принципе, сейчас тоже существует, но он вот в Спарке, да, есть. Синеспарки, да. Да, возможно, мы это подразделение тоже поддержим, потому что мы с киноделами часто сотрудничаем, да, вот, поддерживаем их, возможно, просто выйдем на какой-то другой уровень. Вот. Ну, хотя бы, И- скажем так, начать снять один фильм совместный, да, или как? Да, может. Что Ой-ой-ой. Ты пришел, так? Окей, да, ну вот образование, кино, игры, и также вот наши внутренние проекты будут улучшаться, ну, какие-то социальные еще вещи хотим делать, все-таки вкладывать, потому что мы, я думаю, уже как бы, наше название, оно, понимаешь, вплетено вообще уже в Якутию. Потому Да, что, но очень правильно, да, в свое время выбран, да, домен, Да. скажем так, и Товарный ИКТ.ру знак. это не просто ИКТ.ру, а ИКТ, это ИКТ, Да. это Якутия. если там, любой из наших зрителей захочет открыть какой-нибудь бизнес, ну, скажем, он будет продавать дерево, он его назовет дрова ИКТ, там что-нибудь такое. Если рыба, это будет там караси ИКТ. Да, То есть это уже тоже. имя нарицательное. Хоть это и наш товарный знак, Ага. мы по сути им как бы делимся. Ага, Окей, называйте, хорошо, типа, да. да. И вот поэтому я хочу делать социальные проекты, хочу вкладывать, ну, делиться, помогать развиваться и так далее. Вот, Тем более, что, ну, ИКТ уже, ну, скажем так, ответственность Да, конечно. большая очень. Достаточно большая ответственность. И, наверное, это был... Все, Мне выключить, кажется, всё, выключаем. выключить, да. Наверное, это был вот самый большой вызов для меня. То, что я не покупаю там компанию, которая работает там пару лет, да, или там с нуля создаешь, а покупаешь компанию, у которой уже есть имя. Очень, да, очень большой есть фундамент и да. история. Да. Да, история, репутация, и как бы во главе этой компании всегда стоял другой человек. И сейчас надо прийти, все это взять и как бы, ну, не зафакапить, я не знаю. Да, ну да, не испортить, скажем Не- так, и репутацию, и все прочее, потому что когда ИКТ в свое время не стало, ну, многие, а куда мы пойдем? Типа, куда заходить-то, куда кликать? Чуть-то не так. И лично я так. Да. Ну, конечно, у многих такое было, и поэтому большой вызов достаточно был. И я да. думаю, что я справился на отлично. Все хорошо у нас сейчас, и цифры это показывают. 24 год мы закончили с рекордными показателями. Ну вот мы Вот. упомянули, да, У меня эти моменты. Супер крутая команда, у нас супер классные условия работы, супер комфортный офис, в который я каждое утро еду, ну, иногда в обед, как к себе домой. Так, с радостью. Да. Там Ну, как говорится, действительно, это ли не счастье, когда утром едешь с радостью на работу, вечером с радостью домой. Да, у нас там супер классная атмосфера сейчас в команде, и я очень счастлив, что этим занимаюсь на самом деле сейчас. Так, друзья, мы снова взяли паузу, слили воду, потому что у нас картошка уже готова, Да, и да. готовы уже, скажем так, Ну, делаем пюре. делаем пюре. А в это время Да, в Семен это уже время несет, уже наша ну, рыба на, готова. Ну, просто шикардосина. Супер. Сливочное масло добавить, да? Ну, обязательно. Жмяку такую надо добавить. И брыкс-брыкс. В это время надо уже жарить наши грибы. Давай я плитку тебе пододвину. Я думаю, что будешь заниматься этим ты, лучше у тебя получится, 100%. Да, Семен? Да. Вообще, такая вот готовка, скажем, домашняя, да, это, конечно, классно, но мне больше всего нравится готовить еду на природе. Вот. Я на охоту езжу каждый год обязательно, там, несколько раз. И вот полевая кухня, мне кажется, она супер классная.
И, ну, просто как предложение, может, как-нибудь весной там и так далее, эта передача выберется куда-нибудь на природу, и мы там что-нибудь приготовим. Вот так, да? Первый человек, который это запомним. предлагает, мы запомним. Это все, у нас все ходы записаны. Потому что, да, действительно, мы, когда наступает теплое время года, мы выходим на улицу, казанно-мангальные дела. Да-да-да. Да, если есть дача, если какой-нибудь загородный, это можно, конечно, да, совместно что-нибудь такое коллабу, скажем так, вы сделать, да. Слушай, мы, да, достаточно много проговорили про работу. Давай, действительно, вот мы договорили о том, что счастливый момент, когда вечером домой и все прочее. Как проводишь свободное время? Мгм. Ну, когда сезон, конечно же, я езжу в лес обязательно. Это сейчас не просто там даже хобби, это теперь вторая работа получается. Ну, в эти по игре в экспедиции ездить там, да. Вот. Что еще я делаю свободно? Что вы там делаете, подожди? Мы звуки записываем птиц. А, То есть, живые? Да, у нас все Ничего, записано. ничего себе. Настоящие. Да. Так, и? Это у нас все готово. Фоткаем, там, видео снимаем и так далее. Вот. Чтобы потом впоследствии это использовать, Да. ну, где-то Ну, там вплести, скажем Да, так, в да? игру добавляем это Ага. все. Ну, то есть вообще звуки настоящей живой природы. Так, и куда вы ездите? Ну, ко мне домой, в Хангаласский Улус, деревня Булгуняхтах. Ага. Вот, я сам родом оттуда, Благо рядом. благо Так. рядом. Да. Так. Ну, в прошлом году мы от Среднеколымск летали. О, Допустим. Там тоже классно было. И по пути там конкретный птичий базар, весной, Да, наверное, да, да? да. Да. Там заскочили Представляю себе, что это такое. в гимназию местную, Ага. соответственно, тоже там со школьниками пообщались. Ну, было классно. Вот. И после этого приняли решение, что надо по всей республике поездить, по всем школам и так далее. М, Вот. Наверное, в этом году у нас вот будет такой, как тур по улусам, по школам. Сделаете. Да. Ну, ближайшие это мы уже как бы посещаем. Вот в Хангаласском улусе школа есть имени Михаила Ефимовича Николаева. Там, получается, я вот тоже был. И мы также вот от компании ЕКТРУ заключили вот соглашение о сотрудничестве и будем им помогать. Также мы хотим учредить стипендию от компании своей, чтобы лучших айтишников, вот кто там по информатике показывает классные результаты, будем им стипендию там раз в год, допустим, давать. И также хотим их привлекать к стажировкам в летнее время, скорее всего, да. Уже. Мы будем давать им какие-то задания, и вот, ну, с директором школы уже все обсудили. В принципе, надо только вот лето дождаться и все это сделать. Все ясненько. А вообще, как взаимоотношения вот нынешнего руководства, ну, у вас, да, компании ИКТ, вообще с государственными органами, участие в государственных тендерах, может быть? Нет, в тендерах... Муниципальными? В тендерах нет, мы, конечно, ни в коем случае не участвуем. Так. Вот сейчас у нас взаимодействие только по образованию, на самом деле, вот, что школы к нам обращаются. Недавно обратилась одна якутская гимназия и попросила провести киберспортивный турнир. Вот, и как раз игра есть, и все условия, да. Да. Скорее всего, в феврале месяце организуем, там, призы и так далее. Вот, потому что ЕКТРУ, наверное, люди там твоего возраста помнят, что раньше ЕКТ проводил киберспортивные турниры. Да, были. Вот, и, возможно, мы эту традицию тоже возродим. Хорошо. У нас обычно представление героя происходит в самом начале передачи, да? И мы что-то как-то так не коснулись. Мы знаем, что, ну, как ты рассказал, что ты из Булгуняхтаха. Да, Хангаласский Поэтому улус. такой вопрос. Кто ты, воин? Как вообще ты пришел в IT? Расскажи, пожалуйста, Да, свою ну историю. это какой-то странный путь на самом деле. Так. Ничто не предвещало. Единственное, что в школе, а школу я оканчивал в Нерюнгре. Вот, у нас были курсы дополнительные по IT. Где-то они полгода, по-моему, длились. Я их там прошел. И это единственное, что в моей жизни было айтишного. Вот, и все как-то. Ну, попало так случайно, получается. Грянул гром. Да. Так, Вот, ну, родился, да, я вот в Булгуняхтах, получается, да. Потом переехали мы в Нерюнгри. Там школу закончил. Потом в 2013 году, ну там я вот начал работать, тренировал детей по там, самообороне и так далее. Серьезно? Да, ну немножко я в молодости увлекался единоборствами, Ага. выступал там на Дальнем Востоке, в Хабаровск ездил, там в другие города. Вот, Кикбоксинг, карате, ушу? Рукопашный бой. Да ладно. Да, Это вот. вообще же мощная вещь. И, соответственно, да, детей немножко тренировал. Ну, вот там наш старший тренер просил иногда помогать, подменять его.
Вот где-то там год я этим занимался, потом сюда в Якутск переехал. И здесь пошел в торговлю, получается, да? Ну, в розницу. Просто там Ну, то есть целенаправленной цели такой, чтобы IT, как бы там да видеть себя. нет. Вообще я не знал, что, ну, как я с Нерюнгри переехал, я не знал, что тут есть такая IT-компания большая. Еще, а потом я узнал, что еще Майтона, оказывается, есть, игры делают, да? Да. Вот, а до этого не И знал. уже какие-то успехи имели на то время. Да. Вот, и потом, ну, после торговли меня просто позвали. Ну, потому что мой руководитель пошел в ЕКТ работать. Так. И он меня порекомендовал. Потянул за собой. Да, порекомендовал, вот, когда искали там на проект, получается. Когда сказали, а есть еще классные ребята такие, как ты? Он Да. сказал, а вот у меня есть знакомый. Вот, ну, с 2015 года я теперь айтишник. внезапно. Айтишник, да. Ну, вот действительно, да, никогда не знаешь, как сложится твоя жизнь. Да, ну, то есть специально ты этому и не учился ни разу? Нет. Все, весь опыт приобретенный. И Очень прикольно. благодаря- Прямо с полей тогда Да. получается человек. хорошее наставничество, хорошая команда. И как-то, ну, все, звезды сошлись. Звезды сошлись, да. А сейчас уже сам владелец и руководитель. Ну, я об этом думал, на самом деле, мечтал, скажем так, в свое время, и вот Как как-то модно это- сейчас говорить, визуализировал. Да. Визуализировал, да. Многие сейчас этим занимаются. Но большая часть у многих остается, к сожалению, только на этапе визуализации. А многие вот воплощают свои мечты. Ну, я рад, что все получилось. Что ты думаешь, ну вот, скажем так, в основе твоего успеха? В основе моего успеха. Да. Ну, вообще, я думаю, что мне родители дали хорошее воспитание. И, ну, в целом, Это вообще круто. ценности, Молодец. которые по жизни у меня были. Ну, вот отец у меня всю жизнь в полиции, и до сих пор он, получается, работает в полиции. А мать у меня в культуре всю жизнь. Вот. И какой-то вот этот микс, ну, вот, отец, естественно, строгий, мать творческая, да, и все вот это как-то сошлось, и я приобрел, я думаю, по жизни именно те качества, которые вот позволили мне добиться успеха, да, ну, то, что вот спорт, я думаю, тоже очень повлиял. Ну, это же все равно дисциплина, да, там и так далее, упорство какое-то. И вот все это как-то мне помогло. И плюс я думаю, что я хорошо умею обучаться. Соответственно, я вот попал в эту компанию, и я очень быстро вник во все процессы. Понял, что к чему. Да, очень Да. быстро. И Где- сразу мне где-то- там где-то может пригодиться, полгода да. проходит, мне еще один проект дают. Полгода проходит, мне еще один проект дают. И плюс, я думаю, что у меня, может, были врожденные какие-то навыки, может, как лидерские, да, это называется. Да. И я умел очень хорошую команду вокруг себя собрать. Раскрыть, да, людей. Да, и у меня вот, получается, несколько есть сотрудников, которых я там с собой вот постоянно тянул, и они потом, ну, стали вообще крутыми спецами, работают сейчас вот в международных компаниях и так далее. И, ну, у меня сейчас тоже вот здесь. Да, я бы сказал, мы разделяем одинаковые ценности, особенно про родителей. Это очень похвально. Ну что ж, друзья, наступает самое Да. любимое время. Мне даже немножко как-то стыдно, что ли, тут. Я совсем чуть-чуть вроде делал. Что-то задание раздал, ты тут сделал. А это такая программа хитрая. Да. Давайте. Видишь, пробовать. ты умеешь руководить людьми, получается. всё тут Ты создал, делегировал. да, делегировал полномочия, как лидер, как бы нас тут это. Приятного аппетита, друзья. Вот. Что у нас получилось? Зацените пюре. Надеюсь, вам понравится. Бомба. Да, огонь. Да, бомба. Очень вкусно, друзья. Обязательно мы за эфиром это доедим. Но мы же не можем так стоять и до конца кушать же, да? Нам намекают, что наше эфирное время подходит к концу, и, Влад, у нас такая добрая традиция. В конце нашей передачи, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Пожалуйста. Хорошо. Дорогие телезрители, я бы хотел вам пожелать всего самого хорошего. Развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом, познавайте мир. Вот, и кушайте вкусно. Вот, как-то так, наверное. Да. А я еще расскажу, что у нас сегодня был в гостях генеральный директор компании ЕКТ.ру Владислав Петров. Влад, еще раз огромное тебе спасибо. спасибо за приглашение. Да, Семен Тарбахов, я Петр Цыпанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда говорим, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.